Последнее предупреждение России для Туркменистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, к чему настоятельно Россия призывает власти Туркменистана. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Россия призывает соседние с Афганистаном страны не допустить военного присутствия вооруженных сил США и НАТО на своей территории, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в видеообращении к участникам состоявшейся 27 октября в Тегеране встречи представителей стран-соседей Афганистана. Вопрос, какие выводы США могут сделать из вот того, что произошло в итоге в Афганистане, вывод, наверное, самый главный. Не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. После вывода военного контингента из Афганистана в США активно рассматривали и обсуждали тему размещения войск на территории Таджикистана и Узбекистана. Россия считает присутствие вооруженных группировок, в том числе Исламского государства, на севере Афганистана угрозой для безопасности стран Центральной Азии, однако выступает против размещения сил США и НАТО в регионе. В очередной раз призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории или сил США и НАТО, призвал Сергей Лавров представителей Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана на министерской встрече в Тегеране. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, у Вашингтона есть план разместить свои войска на территории соседних с Афганистаном стран. А как вы относитесь к такой перспективе, что у нас в стране будут войска НАТО? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Заявление Сергея Лаврова прозвучало на следующий день после того, как замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая в американском Сенате, заявил о заинтересованности радикального движения «Талибан» в борьбе с группировкой ИГИЛ и предупредил об угрозе Соединенным Штатам со стороны Аль-Каида и ИГИЛ. «Я считаю, что Талибан заинтересован в борьбе с ИГИЛом. На мой взгляд, здесь нет проблемы, связанной с волей. Возможности Талибана на этом направлении еще предстоит установить, но, как нам кажется, они демонстрируют такое намерение», отметил Колин Кол. Мы наблюдали и в Ливии, и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане, как американцы хотели всех заставить жить так, как считают нужным американцы. В то же время замглавы Пентагона, ссылаясь на данные разведки, заявил, что находящиеся в Афганистане боевики ИГИЛ могут приступить к атакам за пределами страны в течение ближайших 6 месяцев. Что касается Аль-Каиды, то у нее такая возможность может появиться через год-два, отметил Кол. На министерской встрече стран-соседей Афганистана в Тегеране присутствовали главы МИД Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Министр иностранных дел Российской Федерации и его китайский коллега участвовали на мероприятии по видеосвязи. Министр иностранных дел Таджикистана Сираджидин Мухридин на встрече заявил, что террористы в северных районах Афганистана, граничащих с Таджикистаном, активизируют свою деятельность. Он также повторил, что Таджикистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане и не будет признавать никакого другого правительства, сформированного без участия позиций нацменьшинств. Таджикский министр также призвал мировое сообщество обратить внимание на сложную гуманитарную ситуацию в Панджшере. Россия традиционно считает бывшие советские республики Центральной Азии сферой своего влияния и выступает против присутствия там сил США и западных стран. А как вы относитесь к этой ситуации? Как вы думаете, есть ли угроза нападения Талибана на Туркменистан? Будем ждать вашего мнения у нас в комментарии. А пока у нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!